дорогие друзья, земляки, коллеги, соратники, я очень взволнован и благодарю за замечательную всесторонне продуманную встречу родное Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Общественной палаты нашей республики. Благодарен за добрые слова всем выступившим представителям государственных органов власти, муниципальных образований, ведомств, предприятий, коллегам по совместной работе, моей учительнице Варваре Захаровне за доброе благословение и коллективам, безусловно, молодежи, будущим авиаторам, лесникам, дорожникам и всем участникам музыкального поздравления за предоставленное всем нам большое удовольствие. Должен подчеркнуть, все, что достигнуто в моей жизни, это результат коллективного разума и труда, начиная с моего воспитания в трудные годы послевоенного детства в родном заполярном селе Столбы Верхоянского района. По себе я понял, что составляющими этой жизни являются в первую очередь родители, давшие нам жизнь. Второе, наши дорогие учителя, пролившие свет знаниям, любви к родине, к людям. И не зря вот сегодня не раз сказано президентом Российской Федерации, этот год, 23-й год, объявлен годом педагога и наставника, по сути, год учителя. Третье – это труд. Сегодня об этом говорили. Тяжелый, не детский, но необходимый в годы восстановления страны. Главой республики этот год объявлен совершенно справедливо в наше время, я подчеркиваю, в наше время, годом труда с вытекающими отсюда всеми позитивными последствиями. И четвертое, безусловно, физическое развитие, спорт, непосредственно служащие основой самоутверждения, становления, хождения молодого человека в большую жизнь. Все эти направления можно объединить в одно емкое понятие воспитания. Думаю, поэтому нашу сегодняшнюю встречу вполне допустимо считать мероприятием по сохранению и развитию неразрывной связи поколений, передаче богатейшего опыта ветеранов, старейшин, молодежи и более молодому поколению руководства сегодняшнего. В этот день считаю своим долгом сказать несколько слов благодарности своей семье. Мы с супругой Светланой Еремеевной 53-й год живем на этом свете в мире согласия и любви. За все эти годы работы в 4 районах и столице республики, я как отец чувствовал ответственность за семью и как в ответ был окружен неоценимой заботой и вниманием. Удовлетворен тем, что все дети и внуки люди производительного труда. Вот я семью мою прошу подняться, хочу вас познакомить с вами. Ну, старший Александр Иванович, супруга Сусанна Викторовна, личный сын Виктор Александрович, второй сын Андрей Иванович, сегодня работает по дороге Ильи. Значит,
трое детей. У него Наталья старшая здесь или ушла? Нет, она здесь. А я не вижу. Вот Наталья старшая. Ответственный человек. Наталья Андреевна, и две дочери, Анжелика и Анастасия, они находятся в Петербурге, в Санкт-Петербурге. Вот дочь, вот Катюша, Екатерина Ивановна, вот зять, значит, Шиповкин Александр Александрович, и их сын, наш внук Никита Александрович. Вот, ну и еще кроме этого есть дети, внуки за рубежом, сегодня их здесь среди нас нет. Ну вот такая семья родилась из двух влюбленных сердец, вот так вот скажем. Спасибо. Кстати, вот младшему сыну Андрею буквально 20 дней назад исполнилось 50 лет, тоже юбилей, можно поздравить. Следующее. Готовят проверенные выражения. Век живи, век учись. Учиться, развиваться никогда не поздно. Это диалектика развития, закон жизни. Вот я вот сейчас здесь стою и думаю, вот дальше научиться суметь правильно стоять у моей любимой учительницы Варвары Захаровны и достойно дожить до ее почтенного возраста 91 год. На сегодня еще дальше будет жить. Почти в полном здравии. Вот нам надо стремиться вот к такому возрасту, чтобы такое здоровье и чтобы такая голова у нас сохранилась в таком возрасте. Народы говорят, на этом свете существует 4 вида любви. К Богу, жизни, семье, друзьям. Бог, потому что Бог сама жизнь, хотя я атеист, но Бог у меня вот здесь, в сердце находится. Жизнь, потому что она коротка, семья, потому что она уникальна, друзья, потому что она редкость. Так что выражаю всем вам, друзья мои, благодарность за то, что вы есть, мы вместе, и надеюсь, и дальше будет так. Желаю всем вам доброго здоровья, силы духа, благополучия, успеха во всех делах, в годы педагога и учителя и труда. Жизнь продолжается,